1 июня 1842 года чеченский наиб Шуаиб Мулат Центароевский в знаменитой Ичкеринской битве с царскими войсками под командованием генерала-адъютанта Павела Грабы разгромил многочисленный отряд. В сражении, длившемся несколько дней, царские войска были окружены и с трудом вырвались, потеряв около 1800 солдат и офицеров. Большие трофеи, в том числе 2 пушки, достались мюридам. За этот подвиг Шамиль, спешно вернувшийся из-под Казикумуха, наградил Шуаипа Центароевского расшитым золотом трофейным знаменем, а также орденом в виде звезды с надписью «Нет силы, нет крепости, кроме Бога единого». Маршал лесной войны, так назвал этого человека советский писатель Павленко. Выдающиеся заслуги одного из самых знаменитых, талантливых и удачливых полководцев имама Шамиля отмечали многие царские военачальники и зарубежные дипломаты. 5 июня 1787 года имам Мансур совершает поездку в крепость Анапу. Цель поездки – проведение переговоров с турецкими властями о помощи восставшим горцам. Спустя 4 года, в 1791 году, именно в этой крепости будет вынужден укрыться с последними отрядами истощенный Мансур. 22 июня 1991 года в ходе штурма и взятия российскими войсками Анапы Мансур попадает в плен, по некоторым данным, в обмен на свободу более 50 своих соратников, и умирает в заточении в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1994 года. Шейх Мансур, или как его называют в народе Ушурма, крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца 18 века. Шейх Мансур, который является национальным героем чеченского народа, родился по одним данным в 1765 году, по другим в 1760 в селении Алды. Происходил из степа Элистанжой. Подробности его учения до сих пор малоизвестны. В июне 1825 года в Чечне вспыхнуло всеобщее восстание под руководством чеченского старшины Бейбулата Таймиева. Уже с начала 19 века народам Северного Кавказа нужен был новый лидер, способный возглавить освободительное движение. Таким и стал известный своими подвигами 23-летний Бейбулат Таймиев. В начале 1822 года Бейбулат при помощи влиятельных чеченских кадиев Абдулкадыра из Герменчука и Муллы Мустафы пытается поднять восстание в Чечне, но это ему удается лишь в 1824 году, уже при помощи Авки Герменчукского. В апреле 1828 года Бейбулат Таймиев с объединенным войском бойцов Чечни и Дагестана начинает захватывать ряд военных укреплений. Слава Таймиева разнеслась по всему Кавказу. 14 июля 1831 года, недалеко от укрепления Тангичу, Бейбулат Таймиев был убит предательским выстрелом в спину. В июне 1919 года на Северном Кавказе нарастает движение шейха Узун-Хаджи. К этому времени оно уже получает почти всекавказский характер. Создание Северокавказского эмирства было провозглашено чуть позже, в сентябре 19 года в селении Ведено. Правителем новоявленной монархии стал имам Узун-Хаджи. К этому времени слобода Ведено превращается в резиденцию имама, который провозгласил независимость и самостоятельность своего образования. Однако угроза со стороны добровольческой армии заставила Узун-Хаджи заключить союз с большевиками, причем партизанский отряд под командованием большевика Гекала вошел в состав войск Эмирата. Узун-Хаджи объявляет войну добровольческой армии и приступает к организации своих гражданских и военных сил. Однако эмирство Узун-Хаджи просуществовало недолго. После изгнания Деникина вся власть сосредотачивается в руках большевиков, а сам эмир погибает при таинственных обстоятельствах. 1 июня 1944 года родился Беслиев Абдулхамид, профессор, проректор Чечено-Ингушского государственного университета, доктор физико-математических наук. Отец Беслиева был сельским учителем-математиком. Он и привил своим детям любовь к точным наукам. В 1962 году Абдулхамид Беслиев по окончании сельской школы поступил на физический факультет МГУ. Там же он окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата физико-математических наук. К началу работы Беслиева в ЧИГУ в 1972 году на физическом факультете была всего одна научно-исследовательская лаборатория по физике плазмы. Беслиев создал новую лабораторию по физике магнитных явлений, и в ней ряд современных уникальных установок. В последующие годы в этой лаборатории были подготовлены несколько кандидатских диссертаций и докторская самого Беслиева. Эрудиция и исследовательский талант ученого сделали его одним из ведущих специалистов по физике магнитных явлений в Советском Союзе. Было опубликовано около 60 его научных работ, некоторые перепечатаны в зарубежных журналах. Профессор Абдулхамид Беслиев погиб в ноябре 1991 года, спасая жизнь своего коллеги, доктора педагогических наук, профессора, ректора ЧИГУ Виктора Конкалика.
3 июня 1956 года в условиях депортации в Киргизии восстановлен чечено-ингушский государственный ансамбль песни и танца. Ансамбль был образован в 1939 году. Его создавали корифеи песенного и танцевального искусства, такие как известный исполнитель характерных танцев Ваха Дакашев, драматург Абдулла Хамидов, Ваха Татаев и другие. Первоначально коллектив состоял из большого хора и 15 исполнителей народных танцев. В 1940 году ансамбль отправился на свои первые гастроли в Пятигорск, а затем и в Москву. В это время в нем уже танцевал легендарный Махмуд Исамбаев, которому было в ту пору всего 15 лет. Свой первый концерт в восстановленной ЧССР ансамбль дал в зале филармонии Грозного. К началу 60-х годов государственный ансамбль песни и танца ЧССР – это интернациональный коллектив, который исполнял песни и танцы народов Кавказа. В 1974 году ансамбль стал называться «Войнах».